Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Зиганурова Регина Викторовна, я являюсь старшим преподавателем кафедры специальной педагогики и психологии, а также являюсь руководителем программы логопедия. В ходе данной консультации я ознакомлю вас с процедурой проведения вступительного испытания на направление подготовки «Специальное дефектологическое образование», профили логопедия, дошкольная дефектология, образование детей с интеллектуальными нарушениями. Вступительное испытание будет проводиться в очной форме, то есть абитуриентам необходимо будет приехать в университет. Данное испытание по отборочному туру будет проходить в устной форме. Абитуриенту необходимо будет рассказать заранее выученное стихотворение, а также скороговорку и составленный на экзамене небольшой связный текст на любую из предложенных на выбор тем. На сдачу вступительного испытания по данному направлению дается только одна попытка. После устного собеседования выставляется общая бальная оценка. Согласно утвержденной программе вступительных испытаний, максимальное количество баллов, а это 90-100 баллов, можно получить за грамотную речь без каких-либо нарушений. Проходные баллы от 50 до 89 баллов вам поставят при наличии нарушения в строении артикуляционного аппарата, например, при неправильном прикусе, но при этом в речи никаких нарушений не должно быть. В этом же диапазоне баллов будет оцениваться наличие нарушений лексико-грамматического строя, если, например, вы неправильно согласуете слова в предложении. При этом сохранное у вас звукопроизношение и нормальный темп речи. При этом количество баллов может варьироваться в зависимости от тяжести, а также выраженности имеющегося нарушения. Минимальным проходным баллом для последующего участия в общем рейтинге абитуриентов является 50 баллов. При наличии каких-либо нарушений звукопроизношения, темпа речи, например, заикания, недостатков связной речи, абитуриент получает 49 баллов и в дальнейшем не может принимать участие в общем рейтинге абитуриентов для зачисления на направление «Специальное дефектологическое образование». Для вступительного испытания вам необходимо будет при себе иметь обязательно паспорт, экзаменационный лист, а также две ручки синего и черного цветов. В конце консультации будет представлена пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания. Также на вступительное испытание необходимо явиться за 30 минут до его начала к месту проведения экзамена согласно расписанию. На слайде приемной комиссии на вкладке «Бакалавриат и специалитет» в разделе «Документация», как видите на слайде, размещено расписание. Оно выделено и называется «Расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 2022-2023 учебный год БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы». В расписании указано, в какие дни вам необходимо явиться в университет для устной сдачи вступительного испытания. При этом обратите внимание, что абитуриенты, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине, например, болезни или иные обстоятельства, подтвержденные документально, допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день. Он указан в расписании как резерв. Обратите внимание, куда вам необходимо будет подойти в день вступительных испытаний. Это город Уфа, улица Октябрьской революции 3А, учебный корпус номер 2, второй этаж, 202 аудитория. Для подготовки к вступительного испытания вам необходимо будет подготовиться. В программе у вас, которая указана на сайте приемной комиссии, также в разделе, также по вкладке «Бакалавриат и специалитет», во вкладке «Программа вступительных испытаний. Творческие экзамены» у вас указана программа вступительных испытаний, отборочный тур, указан шифр нашего направления, это 440303, специальное дефектологическое образование. Данную программу вам необходимо обязательно изучить.
Итак, в этой программе даны методические рекомендации для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Представлены примеры стихотворений для заучивания. Абитуриенты также могут подобрать свои варианты стихотворений, однако имейте в виду, что объем стихотворений должен составлять не менее 2 четверостишей. В программе также представлены и скороговорки для заучивания к отборочному туру. Абитуриенту необходимо будет на вступительном испытании также составить рассказ. Варианты тем для составления рассказов к отборочному туру также даны в программе. Таким образом, во время устного собеседования вам необходимо будет рассказать стихотворение, скороговорку, а также рассказ. При рассказывании оценивается правильность вашего произношения, интонация, темп, наличие нарушений лексико-грамматического строя речи. Темп произнесения фразы должен быть средним. Не нужно торопиться, а также прокладывать слова или же наоборот рассказывать слишком медленно. Произносить предложение нужно спокойно и уверенно. В день консультации свои вопросы вы можете написать на почту, которая указана на слайде, а также по номеру телефона написать в WhatsApp. Я желаю вам удачи при сдаче вступительных испытаний. Всего доброго, до встречи на вступительном испытании.